Семейная история наших героев Зухры и Залика Абдурагимовых из солнечного Дагестана неразрывно связана с далеким якутским поселком Хандыга Тампонского района. В этом красивом интернациональном поселке на берегу реки Алдан родились их дети, и здесь они обрели друзей, работу, дом. А все началось в начале 90-х, когда 19-летний Залик приехал в гости к своей старшей сестре, так и остался. В те времена жизнь в поселке бурлила. Было много предприятий, организаций. Сами хандыгчане жили дружно и весело. Залик трудоустроился кассир-барменом в ресторан «Зеркальная Орса Хандыга Уголь». Затем работал кочегаром, уходил в бизнес-сферу, но потом снова вернулся в ЖКХ и до сих пор продолжает там трудиться. Вот я когда летел сюда, да, я думал, здесь чисто якуты живут. Ну и думал, русские, да, вот как все-таки знакомые тоже какие-то здесь были русские у меня. Но здесь оказалось многонационально, здесь много национальностей всяких жило. И живет, и сейчас проживает, да. А свободное время мы проводили в основном на набережной. Там было всегда красиво, там лодочная была такая. Парк такой красивый там всегда был. Ну, в основном вот так вот как-то больше все-таки с природой мы. Не то, что там где-то в центре сидеть там или еще что-то. Мы ходили все-таки больше как-то на речку. В тайгу ходили там, на рыбалку ездили частенько, да. Так, в этом плане здесь очень даже хорошо всегда было. И рыбалка, и природа. Да и погода, если летом, значит лето, значит жара. Зима, значит холодно. Всегда так было. Пришло время, и Залик женился. Супруга Зухра, родом из города Махачкалы, не побоялась якутских морозов и вслед за мужем переехала в Хандыгу. Залик был старше Зухры на 12 лет. Ему 28, ей 16 лет. Приехала в Хандыгу, мне было 16 лет. В 18 лет я родила дочку Мадзину. Вот, я была совсем юная, молодая, естественно, не умела за ребенком, можно сказать, ухаживать, да. Но мне муж помогал, конечно, очень с ребенком, все делал для нее. Первое время, конечно, я скучала по дому. Да, но я никогда родителям не жаловалась, что там скучаю по ним сильно. То я всегда говорила, что у меня все хорошо. Ну, всегда смеялась, как бы, чтобы родителей не расстраивать, ничего. Но, конечно, очень я по ним скучала. Потом я познакомилась со своими землячками, тоже с Дагестана, с моей же нацией. Подружилась с ними очень. Вот, и мы до сих пор общаемся с ними. Вот. Ну, приятно было, конечно, услышать свой язык, когда приехала на север. Через 7 лет после рождения дочери на свет появился долгожданный наследник, которого назвали в честь дедушки Алмазханом. После выписки из роддома семью торжественно поздравили в поселковом клубе Манчары. Алмаз стал 100-м ребенком поселка Хандыга 2008 года. Детей Абдурагимовы, как и все кавказские семьи, воспитывают в строгости, сдержанности, труде. Моя мама очень добрая, хорошая, веселая. Я ей часто помогаю по дому, убираюсь, посуду мою, везде помогаю. Папа строгий, мы его всей семьей уважаем. Мы с папой часто ходим на рыбалки, отдыхаем вместе, гуляем. Я занимаюсь вольной борьбой с 8 лет, участвую на соревнованиях всяких, занимаю места. Когда вырасту, я уеду в Дагестан, и там буду чаще всего вспоминать о Хандыге. Каждые 2-3 года семья выезжает на малую родину в Дагестан, повидаться с многочисленной родней, восстановить свои силы после долгих и холодных зим. У Зухры в Махачкале живут родители. У меня большая семья. У нас 5 детей в семье. 3 брата и вот я с сестрой. Вот. У меня мама работает шеф-поваром в больнице, правда. Всю жизнь она вот с молодости вот проработала в больнице. Отец у меня штукатур-маляр, тоже на заводе проработал всю жизнь тоже. Ну, мне, наверное, это все готовить от мамы, наверное, далось. Скорее всего, гены. Вот. Когда дети подросли, Зухра смогла устроиться на работу. Долгое время она была продавцом в магазинах. Лучезарная, добросовестная девушка своим нравом и трудолюбием пользовалась большим уважением у владельцев торговых точек и покупателей. Я очень много лет проработала в магазинах.
в основном круглосуточных почему-то и работала. Всегда попадались мне круглосуточные магазины. В один прекрасный день устала от всего, решила уехать, отучиться. Хотела заняться своим делом каким-нибудь. Я очень люблю там стряпать выпечку там. Думаю, надо отучиться. Вот. Бросила работу, вот магазин и уехала учиться себе на родину. Я поехала в Республику Дагестан, думаю, родителей проведаю заодно и отучусь. Вот почти все лето, как уехала, я училась на кондитера, отучилась, приехала в Хандыгу. И вот по профессии своей начала устраиваться. Сначала Зухра работала в цехе кулинарии. Затем перешла кондитером в пекарню предпринимателя Марины Сухановой. Несколько лет они работали душа в душу, пока Марина Дамдиновна не решилась уехать на юг и доверить свое предприятие Зухре. Пекарня уже твердо встала на ноги, открыла свой фирменный магазин, и Зухре оставалось только решиться и взять на себя руководство предприятием и коллективом. В этом серьезном вопросе ее поддержали муж и коллеги. Уговаривали ее, что она, конечно, боялась, потому что это сложно. Вот. Это очень такая, как бы, очень сложная работа, ответственная, потому что это работа с людьми. Но мы очень рады, что она вот согласилась. Конечно, мы ей подскажем, помогаем, советуемся. Ну, вообще, мне эта работа нравится. Мне нравится, и мне приятно, когда вот я слышу такие вот приятные отзывы от людей, что там и манты вкусные, там котлетки вкусные, и печеночный пирог вкусный, и самса вкусная, курники вкусные, пирожки вкусные, и все, и, конечно, это приятно. Залик Алмазханович хоть и не говорит, но видно, как он гордится своей второй половинкой, той маленькой девочкой, которая по приезде к нему в Якутию даже на улицу одна боялась выйти, но со временем превратившаяся в современную и деловую женщину, которая не боится рисковать и принимать вызов судьбы. Ну, то есть можно, сейчас можно доверить ей там бизнес, чего угодно. Она сейчас уже вытянет все, она уже, как сказать, ну, скажем так, выросла уже до этого, чтобы что-то руководить, что-то делать самой. Вот. Я в ее дела не лезу, единственное, если только поможешь, что-то надо. А так, что-то как-то советует, она уже у меня довольно-таки умная. В чем-то, конечно, если где-то надо, я, естественно, помогу, всегда подскажу там или еще что-то как-то. Ну, это все приходит с годами, так что еще немного, и она станет тем, кем хотела стать. Небольшой цех по производству хлеба, хлебобулочных изделий, тортов, замороженных полуфабрикатов и магазин «Как дома» славится не только в Хандыге, но и в районе. Ой, мне очень нравится, что у нас есть такая пекарня, что она как бы вновь открылась, и сейчас вот Зухра предводитель, и очень вкусные торты. Самый мой любимый торт — это пинчерс, я его постоянно беру. Ой, люблю булочки, люблю пахлаву. Вот ради хлеба специально хожу, вот живу я на Кычкина 17, и оттуда специально прихожу к ним пешком, даже несмотря ни на холод, ни на что, чтобы приобрести их продукцию. Зухра Абдусаламовна создает рабочие места для местных жителей. Даже в пандемию она трудоустроила к себе новых работников. Сейчас коллектив состоит из 10 человек. Третью неделю я работаю уже, работа нравится, и нравится мне лепка. С Зухрой хорошие отношения, с коллективом тоже. И лепила бы круглые сутки. Ну а так работа нравится, и зарплата устраивает. Но зарплата зависит от процентов, 12%. И не думаю, а хочу долго работать и надолго остаться. За эти годы Абдурагимовы всем сердцем и душой прикипели к тампонской земле. Они знают культуру и традиции народа Саха, даже стали понимать якутский язык. Ведь Зухра и Залик оба по национальности кумыки, а кумыцкий язык, как и якутский, входит в тюркскую языковую семью. Якутский и вот на мою нацию, она очень сильно похож язык получается. Я вот, ну, якутский для меня, например, я понимаю этот язык уже.
Вот, потому что, тем более, он очень схож с моей нацией, с кумыкской нацией. Вот. Тюркская национальность это получается. И там очень много схожих слов, вообще очень много этого. Такие как бир, эки, ус, дёрт, бейс, там вот это все, счет там есть. Ну, много, очень много, потому что тюркская национальность же, что якутская, что кумыкская. Там очень много этих похожих слов вообще. Родилась и выросла я в Якутии, в поселке Хандыга. Все мое детство связано с этим поселком. Окончила гимназию. Так как наш поселок очень многонационален, среди моих одноклассников были и русские, и якуты, и евреи, по которым я, конечно, безумно скучаю. Также там моя семья, моя мама, добрейшей души человек, мой отец, который, я считаю, дал мне хорошее воспитание. Я ими, конечно, очень горжусь. Дома мы говорили на русском языке, но я считаю, что это из-за русскоязычного окружения, конечно. Но также мы соблюдали все свои традиции, праздновали наши праздники, такие как Байрам и прочее. Сейчас у меня есть муж, ребенок. Я занимаюсь своим личным блогом, редактированием фотографий. У моего мужа свое дело. В этом году Зухра Абдусаламовна и Залик Алмазханович Абдурагимовы отмечают 22-ю годовщину свадьбы, которая в народе называется бронзовой. Своим названием эта дата символизирует прочность и гибкость отношений и начало этапа к новому развитию семьи. Секрет семейного счастья, наверное, люди должны понимать друг друга, скорее всего. Это, наверное, и есть секрет, не знаю, прожили 22 года мы уже. И понимаем друг друга. Как-то так. Ну как, секретов-то нету как таковых. Единственное, что я так думаю, что надо просто делать все вместе. Просто делать всегда все вместе. Вот. В 2020 году Зухра Абдусаламовна и Залик Алмазханович стали счастливыми бабушкой и дедушкой первого внука Мухаммада. В 2019 году дочь Мадина вышла замуж. Она с супругом живет в Ставропольском крае. Родители очень скучают по единственной дочери, и летом, на первый день рождения Мухаммада, они встретятся после 2-летней разлуки, а Зухра и Залик впервые обнимут и поцелуют своего внука. Жизнь продолжается.